Здесь у нас был ресепшн, там спуск в раздевалке. Здесь помосты наши остались. Вот череда, на них стоял турник. С левой стороны были штанги наши. Столько сил в итоге, и все, можно сказать, вот в такой пепел превратилось. Столько целей, мечтаний. Вот. Все в этом огне сгорело. На тот момент мне казалось вообще, что все кончено. Вот. Мне никогда не выпутаться из этой ситуации. Как сказал один мой хороший товарищ, у людей с такой суммой, которую ты должен, вот, они уже в списке Forbes. Я помню, я сюда заходил, мне прям плохо становилось. Вот. Сейчас уже так полегче. С 17 ноября практически каждой секундой до сих пор у меня в мыслях надо построить новый зал. Все, надо его сделать. Огонь сжег все на самом деле, и надежды, но в то же время и страх. Поэтому сейчас уже больше ничего не боюсь и знаю, что с любой ситуацией, которая есть, можно справиться. Главное, чтобы родные были в порядке, здоровье было, голова на месте. Вот, и трезвость мыслей. Самое главное, одержимое желание добиться во что бы то ни стало этой цели. Да, Дим? Привет. Ничего, пойдет. Смотри, я на выходных машину продал. Вот, получается, кафель купил, туалеты. Сейчас остались стойки и двери купить, где-то еще около 2,5–3 миллионов. Вот, и все. С завтрашнего дня начнут класть кафель. Сколько? 40 мешков клея, получается, да? Угу. Мы, получается, это уже завтра должны поставить инсталляцию, да, уже? Сегодня даже. Сегодня даже, да? Да. Что тогда, сколько еще? Дня 4-5, я думаю, эти закончим на уже? Стены, на стены. На стены, да? И потом пол быстрее уже пойдет. Пол быстрее. Я здесь практически каждый день контролирую процессы стройки. Вечером просто иногда, когда уже все уйдут, посижу, помедитирую, наберу сил. Вот, и уже представляю, как здесь будут тренироваться люди, как сделать что-то, чтобы это было более удобней. Чистая площадь здесь 1500 квадратных метров. Видите, что много воздуха. 36 метров длиной рама турниковая. По-моему, когда мы отдавали в Юстил этот заказ, они сказали, что это самый большой турник, который они делали. Юстил вообще молодцы. Ребята подарили мне почти тонну блинов в подарок. Вот, сказали, что мы знаем, что случилось с твоим первым залом. Молодец, что не сдался. Мы получили уже ряд циклических наших тренажеров. В концепции нашего зала мы будем не только правильно тренироваться, но и восстанавливаться. Потому что люди сейчас все больше и больше грамотности растет, тренироваться начинают правильно, а вот правильно восстанавливаться, к сожалению, не все умеют и не все это делают. Поэтому у нас специальные будут программы для восстановления, и этот тренажер незаменим для них. С одной стороны, да, конечно, это было печально, что старый зал сгорел, но с другой стороны, осталась клиентская база почти в 500 человек, и осталось буквально пару недель, и мы откроемся. Это очень важно. И я рад, что стройка закончена, слава богу. Я теперь не занимаюсь вопросами отопления, вопросами электроснабжения, вентиляции, юридические какие-то моменты, технические, связанные с цементом, кафелем и так далее, и так далее. А сейчас непосредственно это тренировки, работа с людьми. Я пытаюсь развиваться как врач, как реабилитолог, как тренер. Вот. Я прихожу в зал,
и вижу тут своих друзей. Вот, мы общаемся. Я им помогаю стать еще лучше. Но это, и за это еще деньги получаю. Но это не может быть работа. Это какое-то приятное времяпровождение. Вот для меня, вот в данный момент времени, что такое жизнь для меня? Это мой четкий путь, который вот идет, я по которому иду, несмотря на все то, что на меня падает, сыпется и так далее. Пока на данный момент это какое-то преодоление, вот, и оно меня сильно мотивирует. Мы сейчас находимся у самой-самой на подножии горы, но нам еще предстоит много работать, но меня это только радует. Когда вот именно первый зал сгорел, я вышел, помню, тогда человек 70 стояло, и половина плакали просто. Вот и все. И я сам тогда еле-еле сдержался. Конечно, никогда не нужно сдаваться, потому что хуже было бы, если бы мы не смогли это создать и остановились бы на полпути. Тогда пришлось бы выбирать что-то другое, что-то менее амбициозное, менее сложное. Получается, мы вместе справились, и это здорово.